В эфире телеканала «Якутия-24» актуальное интервью. Правительство Якутии и Министерство образования республики заключили соглашение с Агентством развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы WorldSkills Russia». Документ касается поддержки среднего профессионального образования, одного из приоритетных направлений развития региона. И это развитие движения в России и в Якутии. Поговорим с Максимом Дмитриевым, руководителем управления регионального развития агентства. Максим Георгиевич, здравствуйте. Здравствуйте. Пользуясь случаем, с наступающим вас Новым годом. Спасибо. Ну и главный вопрос, да, каким содержанием вот это соглашение наполнено, на решение каких проблем направлено в первую очередь? Действительно, на днях было подписано соглашение между Союзом WorldSkills России и правительством Республики Саха-Якутия. Соглашение включает в себя дорожную карту по развитию движения в республике, состоит там из ряда пунктов. Они носят как организационный, так и содержательный характер. Например, это организация работы регионального координационного центра нашего движения в республике, включает показатели по подготовке экспертного сообщества Союза WorldSkills в республике, конкретные совершенно показатели количественные по охвату участников конкурсов профессионального мастерства по стандартам WorldSkills, по созданию и аккредитации специализированных центров компетенций в Якутии и целый ряд других направлений. Также, например, участие якутских студентов в системе среднего профессионального образования в национальном чемпионате WorldSkills Россия, ну и последующих конкурсах. Ну, кстати, в последнее время действительно WorldSkills, вообще это как бы движение там набирает популярность. В какой-то момент оно вот прям вот резко вошло, вот стало на слуху. Вообще, с чего оно зародилось и что оно в себя включает? Да, нужно сказать, что вообще движение зародилось в Испании еще в 1946 году. В 1950 году прошел первый конкурс профмастерства, а затем, значит, в это движение стали вступать другие страны к 80-м годам. Около 50 стран уже было в движении. Россия же вступила в это движение в 2012 году. Вот, учредителями стали Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов, Министерство труда Российской Федерации и Министерство образования и науки Российской Федерации, на тот момент ныне Министерство просвещения. Значит, движение было создано организационно, и в следующем, уже в 2013 году, Российская Федерация впервые приняла участие в европейском первенстве в Гетеборге в Швеции. И нужно сказать, что на тот момент Российская Федерация заняла только 54-е место вообще на этом конкурсе. Это практически там в самом конце. Вот я к чему на этой цифре сейчас, на этом месте акцентирую внимание, потому что уже вот Российская Федерация, пройдя определенный путь в развитии этого движения в Российской Федерации, уже, значит, в прошлом 2017 году на Всемирном первенстве в Абу-Даби, в Объединенных Арабских Эмиратах, заняла уже первое командное место вот, на мировом первенстве. То есть это прям скачок за 4 года. Да, скачок за 4 года. И в этом году, в августе, в сентябре, точнее, в Будапеште, в Венгрии, на европейском первенстве аналогичном, Российская Федерация также заняла уже первое место. Да, вот такой скачок качественный произошел. Благодаря тому, что вот нам удалось выстроить систему подготовки кадров и подготовки сборной Российской Федерации. То есть в первую очередь WorldSkills это все-таки вот усовершенствование именно рабочих специальностей? Да, нужно сказать, что две главные задачи стоят перед этим движением вообще, как в мире, так и в Российской Федерации. Это, во-первых, популяризация, повышение престижа рабочих профессий. И вторая задача – это развитие качества самого профессионального образования путем трансляции лучших мировых практик в образовательный процесс, в образовательные программы. Да. Вот вы сказали про успехи России на европейском чемпионате, на мировом, да, в 2017 году, ну, действительно, это хороший результат. Тем не менее, очень много региональных чемпионатов в регионах, движение тоже развивается все-таки равномерно, или где-то есть свои лидеры, где-то есть отстающие, нужно подтягиваться? Вообще у нас есть целая линейка чемпионатов профессионального мастерства. Самое главное у них это национальное первенство. Все 85 субъектов Российской Федерации в нем участвуют, готовят свои команды, проводят отбор в регионах, затем вывозят их на национальный финал.
Например, в этом году национальный финал у нас прошел в Южно-Сахалинске, на Сахалине. Более 1000 участников было из всех 85 субъектов Российской Федерации. И помимо этого, значит, национального чемпионата есть такой корпоративный чемпионат по сквозным рабочим профессиям, так называемый хай-тек. Он ежегодно проводится в городе Екатеринбурге. В нем участвуют помимо студентов СПО молодые специалисты компаний, крупнейших российских компаний, такие как Ростех, например, Росатом, Объединенные авиастроительные корпорации и многих других. Помимо этого есть конкурс профмастерства в сфере IT-технологий, Digital Skills. Он также ежегодно проводится в городе Казани. Вот, там проводится конкурс профмастерства среди специалистов от IT-компаний в основном, но также там принимают участие студенты СПО. Это позволяет сравнить и уровень подготовки их, выявлять какие-то там новинки, интересные достижения, знакомиться с опытом коллег. А вот в Якутии сегодня как движение развивается конкретно в нашем регионе? Якутия всегда, значит, была одним из лидеров движения. Оно вступило тоже достаточно давно, в 2013 году, в это движение, и достаточно активно работает в этом направлении. На сегодняшний день вот мы составляем рейтинг регионов и по медальному зачету, и по уровню развития движения в регионе. Сейчас Якутия занимает 16 место, то есть в 20-ку лучших из 85 регионов она входит достаточно уверенно. И нужно сказать, вот, что подписанные соглашения вот на днях, это точнее дорожная карта на развитие движения в 2019 и 2020 годах, она вот все-таки внесет также определенную лепту, коррективы в развитии системы среднего профессионального образования республики. Ну, в первую очередь успехи республики, я так понимаю, больше связаны с промышленными городами, где очень, больше вариантов обучения, да, разные специальности преподаются именно рабочие. Кто из городов якутских лидирует сегодня? Ну, сегодня, безусловно, крупнейшие организации профессионального образования не находятся в столице республики, да, в городе Якутске. Но я бы выделил также город Нерюнгри, Южно-Якутский технологический колледж, где очень активно, значит, колледж развивает это движение у себя, материально-техническую базу. А самое главное, там эффективно налажена связь с крупными предприятиями, работодателями. Это компания «Колмар» в первую очередь, компания «Мечел», это угледобывающие компании. Это вот речь о стажировках, практике? Речь, да, то есть эти компании активно участвуют как в формировании самих образовательных программ, что самое главное, да, так как кому, как не предприятиям, знать, какой квалификации, какого то есть качества вот на таком уровне даже, да, совместная работа? На каком оборудовании им нужно работать, да, так и в прохождении производственной практики, в дальнейшем трудоустройстве. Вот. Ну и материально-техническую базу также они в какой-то мере помогают обновлять. В городе Мирный также Мирнинский региональный технический колледж очень активно сотрудничает с компанией «Алроса» по горным профессиям, тоже и специальностям. Компания «Алроса» вообще, нужно сказать, что активно очень этот колледж поддерживает оборудование на очень серьезные там суммы. И также вот очень эффективно взаимодействует. То есть как бы такой яркий пример, когда компании фактически вносят хорошую такую лепту для становления своих будущих кадров. Да, но это, к сожалению, вот такие, наверное, не так часто встречающиеся примеры нашей республики, потому что крупных предприятий не так много. Вот малый и средний бизнес не всегда так активно участвует, хотя такие примеры есть. Например, вот у нас есть вот при проведении региональных чемпионатов, вот в прошлые годы, например, компания по ремонту автомобильного транспорта, кажется, Ford, я вот не помню сейчас точно, значит, предоставляла и оборудование, и свою площадку для, собственно, прохождения вот этого конкурса. Проводили у них да, там. то есть это взаимная выгода. Руководство предприятия сразу же видит наиболее перспективных выпускников, студентов, участвующих в конкурсе, делает им затем предложение о трудоустройстве, то есть они видят и мотивированных, и подготовленных
студентов, а учебные заведения получают базу и трудоустраивает своих выпускников. То есть, ну вот суммарно, это, да, действительно такая, получается, выгодное для всех сотрудничество в плане вот именно движения WorldSkills, то есть и образовательные учреждения повышают там качество образования, новые какие-то технологии, оборудования, компании получают работников. Но вот сейчас хотелось бы вот поговорить о именно том, как эту профессию выбрать, то есть рабочих профессий много, и сегодня многие родители занимаются, вот, ну, задаются вопросом, кем же станет ребенок, куда же его там лучше отдать, куда направить, и запустили проект «Билет в будущее» в Якутии, могут принять участие в нем профориентацию пройти, причем именно даже, грубо говоря, пощупать профессию дети с 6 по 11 класс. Как можно принять в этом участие, где поставлять заявки? Да, действительно, в этом году по инициативе президента нашей страны Владимира Путина проект ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» стартовал. На сегодняшний день по всей стране, значит, в нем приняли участие уже более 200 тысяч школьников из 46 регионов нашей страны. Сама, значит, процедура выглядит таким образом, что школьник, ну, учебные заведения общего образования, кто подал заявки на участие в этом проекте, они проходят, значит, сначала онлайн-тестирование, затем профессиональную пробу. То есть на базе профессиональных образовательных организаций, например, СПО в Якутске было 18 площадок, также Северо-Восточный федеральный университет и Кванториум, вот, который расположен во Дворце детства. Там были площадки, дети приходили, проходили и тестирование профессиональной пробы. Они действительно могли ознакомиться по блокам профессий, например, энергетика, транспорт, там, IT-специальности, здравоохранение, сельское хозяйство, космос даже, да. Вот. И они могли себя действительно попробовать, примерить на себя эти профессии, определиться как-то более четко с выбором. Вот. Ну и немаловажно то, что мы помимо, собственно, тестирования детей проводим обучение преподавателей, которые должны в рамках этого же проекта. Да, также более квалифицированно знакомить детей с будущими профессиями, рассказывать им об этом. И самое главное, помочь в разработке дальнейшей профессиональной траектории ребенка, что немаловажно также. Вот у нас буквально минутка остается разговора. И последний вопрос. Вот движение WorldSkills, в принципе, задает, да, сегодня тон в системе профессионального образования. При этом движение должно тоже само по себе усовершенствоваться. Как это происходит? Ну, наше движение действительно такими семимильными шагами развивается. Мы функционируем уже во всех 85 регионах нашей страны. Но нужно сказать, что сейчас вот вообще развитие системы СПО – это полномочия регионов. Они сами определяют приоритеты. Вот Республика Саха-Якутия, например, определила свои приоритеты в социально-экономическом развитии. И вот сейчас наша задача совместно с правительством республики вот наладить вот такую эффективную подготовку высококвалифицированных кадров именно по приоритетным направлениям социально-экономического развития республики. Мы обязательно здесь должны создать и аккредитовать целый ряд специализированных центров компетенций по приоритетным направлениям подготовки, подготовить экспертное сообщество и способствовать развитию материально-технической базы наших учреждений. Максим Георгиевич, спасибо большое, что пришли в нашу студию, ответили на вопросы. Еще раз поздравляю с наступающим Новым годом, желаю успехов в работе. И напоминаю нашим зрителям, что это было актуальное интервью.